В 1917 году политическая борьба в России завершилась Октябрьской революцией. Новая власть провозгласила равенство и суверенность народов России, их право на свободное самоопределение вплоть до отделения и образование самостоятельных государств. Якутская общественность поставила перед центральной властью вопрос об учреждении автономной республики в составе РСФСР. Во многом благодаря настойчивости и титаническим усилиям Максима Амосова, а также других представителей якутской политической элиты Платона Аюнского, Исидора Барахова, Степана Оржакова, стало возможным преодоление оппонентов и создание в 1922 году Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Провозглашение национальной автономии стало историческим событием. Впервые Якутская республика выступила как самостоятельный национально-территориальный субъект федерации, который стал мощным фактором консолидации якутского народа. В преддверии столетия автономии, принятия автономии, создания Якутской Советской Социалистической Автономной Республики мы проводим интервью с родственниками первых якутских большевиков, таких как Платон Аюнский, Максим Амосов и Степан Максимович Оржаков и других. Сегодня у нас в студии племянник большевика Степана Васильева, Эдуард Федорович Данилов, заслуженный работник народного хозяйства республики, ветеран партийной работы, почетный гражданин Нюрбинского и Горного улусов, краевед. Прошу рассказать про род Степана Васильева, откуда он происходит, как вообще он, с каких мест, где он родился. В семье видного крестьянина, скотовода, уроженца Бордонского, слева Нюрбинского улуса Василия Васильевича Васильева, Жагосинова, местности Гнездо Орла, 17 декабря 1896 года родился мальчик. Его нарекли Степаном. Его родители, отец Василий Васильевич и мать Дарья Тимофеевна. Мать от долгой мучительной болезни скоро умерла. И чтобы воспитать малолетних детей, отец Василий Васильевич женился на молодую Поросковую Анисимову, от которой родились 3 сына Иннокентии и 2 дочери Марии. Я являюсь сыном старшей Марии Васильевны по мужу Даниловой, так что Степан Васильев мне приходится родным дядей по матери. Дед Степана Васильева был знаменитым кузнецом в известном округе, и его звали Дялаган Ус. С доктором исторических наук Егором Егоровичем Алексеевым собрали архивные материалы и выпустили через Якутское книжное издательство первую книгу о жизни и деятельности Степана Васильева. Именно в этих архивах я впервые ознакомился с очень важными документами о московском периоде работы Степана Васильева. Как мы знаем, Степан Васильевич как раз в течение 11 лет, с 1928 по 1939 год, жил и работал в Москве, съездил по другим местам. В частности, я был в Коми республики, где коротал годы заключения. Был я в Иркутске, работал там в архивах. Годичное отбывание в Иркутской губернии, в тюрьме. Степан Васильев активно работал в местных партийных организациях. И после установления советской власти в Иркутске
принял активное участие в организации комсомольской организации Иркутской губернии, избрался членом бюро Иркутского губернского комсомольской организации. Вместе с Максимом Кировичем Амосовым начал организовывать комсомольские организации в своем родном крае Якутской республики. Вот, мы знаем, что Степан Васильев работал над созданием треста в Алдане по добыче золота. Максим Кирович в апреле 1926 года вместо себя отконвоировал Алдан своего верного соратника Степана Васильева. Степан Васильев провел титаническую работу в защиту экономического интереса в республике, благодаря чему удалось в значительной степени более справедливо регулировать финансовые претензии Якутии по возмещению ее первоначальных затрат на открытие и разработку золотых приисков Алдана в 1923-1925 годах. Они были возмещены в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей. В то время это были большие деньги, и эти средства были направлены для развития экономики республики. И правительство Якутской ССР сделало доклад о работе комиссии 100 по вопросу о взаиморасчетах Якутии с трестом Алдан золота. Затем Степан Васильев был откомандирован в Москву для продолжения работы по защите экономического интереса в республике и по созданию союзного золотодобывающего треста Якутзолото, полагаемого промышленность Якутии и Сибири. Казалось бы, сбылась вековечная мечта народа о свободе и равенстве. Однако в первые же годы существования советского государства верховная власть забыла о декларированных принципах, урезав предоставленные автономиям права. Советская страна превратилась в унитарное государство, в котором сформировалась авторитарная система власти. Это была эпоха репрессий, когда якутский народ понес невосполнимую утрату. Была уничтожена политическая, научная и творческая элита, в том числе такие выдающиеся деятели народа Саха, как Максим Амосов, Платон Оюнский, Исидор Барахов, Гаврил Ксенофонтов и многие другие. И только в начале 90-х годов президент Якутии Михаил Николаев добился реабилитации представителей якутской интеллигенции, несправедливо осужденных во время сталинских репрессий. В родном Улусе Степана Васильева есть школа, есть улица. Вот это очень хорошая работа. Вот посвятите нас, как продвигается вот работа в этом направлении. Надо сказать, увековечение памяти Степана Васильева довольно интенсивно проведено в родном Нервинском Улусе. В родном Бордонском населении и в городе Нюрба его имя носят центральные улицы. Сперва колхоз, затем крупный коневодческий завод носили его имя. В центре города Нюрба ему поставлен бронзовый памятник, а в селе Малкай мраморный лист. И первой школе номер 1 присвоено его имя. А что касается столицы республики, увековечение его памяти фактически не проведено, если не считать установку бронзового памятника по инициативе его племянников у здания Комдракмет. Хотя Степан Васильев являлся одним из активных участников установления упрочения советской власти Якутии, в 2020 году в качестве связного боевой дружины выезжал в Табагу на встречу с экспедиционным отрядом Рдзинского и рассказал им, как лучше подойти к городу Якутску. Благодаря этому ночью 30 июня 2020 года
без большого кровопролития был освобожден город Якутск от белогвардейцев. Так впервые в Якутске была установлена советская власть. Тогда Степан Васильев был назначен секретарем только что избранного Совета рабочих и солдатских депутатов. Впоследствии до выезда в Москву до 1928 года он занимал высокие государственные партийные должности. В центре столицы республики имена его соратников Максима Кировича Мосова, Платона Алексея Юнского, Сидора Никифоровича Барахова, Степана Максимовича Саржакова носят ряд улиц города. Только имя Степана Васильева почему-то до сих пор не присвоено улице города Якутска. Между тем, Москва помнит славного сына якутского народа. Мэрия Москвы 30 мая 2018 года организовал открытие мемориальной доски, установленной на стене дома номер 26 по улице Спиридоновка, где Степан Васильев жил 11 лет с 1928 по 1939 год. В связи с этим от имени многочисленных родственников земляков Степана Васильева ставим вопрос о переименовании улицы Автодорожная города Якутска именем Степана Васильева. Символично, именно по этой улице 100 лет назад Степан Васильев выезжал на встречу с отрядом Аполлинария Рудзинского в Тавагу, чтобы впервые установить советскую власть в Якутске. Однако этот вопрос пока еще не решен. Мы думаем и надеемся, наконец-то восстановится справедливость, и вопрос будет решен положительно и к столетию образования автономной республики Саха в Якутии.